Магазин одежды – это очень конкурентный рынок. Самый первый закуп – это мы сделали с мужем. Тогда мы начинали именно с брендовых, как Байер. За 8 месяцев реально выросли от 20 до 120 квадратов. Надя пришла на обучение, уже в 2 раза выросли. Как это раз? Джулус! Да, у тебя же было 300, как это 700? Сфера одежды в Якутске примерно 1,5 миллиарда крутится. Да, это был конец. Резко там пандемия, резко доллар, резко что-то. Была бы я мужиком, я бы по-другому действовала. Вижу цель, не вижу преграды. Всем привет, это Джилустан Табун, я сооснователь консалтингового центра Focus Pro. Мы помогаем бизнесу развиваться с помощью управления маркетингом, персоналом и финансами. И в последнее время мы стали понимать, что предпринимателю выстраивать бизнес-процессы недостаточно для развития. Поэтому мы стали уже больше думать, как предпринимателю стать лидером, как поменять мышление, как мотивироваться, как ставить цели, как партнериться и что для этого ключевое. И поэтому мы решили запустить формат YouTube-подкастов, чтобы понять мысли конкретных предпринимателей и их конкретные мысли, конкретные действия и поступки. Поэтому мы решили приглашать на постоянной основе гостей, которые каждый год сильно круто растут. И сегодняшний гость Надя Таратоева. Надя – жена моего одноклассника Григория. И мы давно знакомы, буквально с школы. И вкратце расскажу, Ди, да, презентую тебя. Надя у Надежды. Надя, можно, Надя? У Нади магазин одежды в ТЦ проспекте. Да, торговый центр ТЦ проспект, 350 квадратных метров. 340 квадратных метров, и только на аренду они платят 650 тысяч. Плюс коммуналка. Плюс коммуналка. Ну и понятно, что там большая команда, большие обороты, и они устойчиво, очень стабильно растут и развиваются. Сплоченная, сильная команда, и наравне с федеральными компаниями конкурируют, и у них классный ассортимент, продукт, сервис, мерчендайзинг, все на высоком уровне. Именно в формате Надина начали работать 5 лет назад, и сейчас уже конкурируют с федеральными компаниями в городе Якутске. Как известно, магазин одежды – это очень конкурентный рынок, там очень много, как сказать-то, там почти все женщины владели, да. Жесткая конкуренция, сплетни, туда-сюда, интриги, скандалы, расследования. Немножко агрессивная конкуренция. Да, и нужно уметь выдерживать, такую конкуренцию не только с местным, но еще и с федеральными, с франшизными компаниями, и с Фалберис, например, да. Вот, и поэтому Надя сегодня поделится своим опытом. Надя, привет. Да, еще раз привет, еще раз всем здравствуйте. Меня зовут Надежда Таратоева, я владелец магазина Надина и молодежный отдел Надина Севентин. И у нас был еще проект «Другой гармоника», но мы его закрыли, и в этом году его продала. Если это очень кратко, мы находимся, Джилус уже сказал, торговый центр «Проспект», 4 этаж, на 340 квадратов, но до этого уровня мы дошли спустя... Сколько лет мы там стоим? Уже года 2. Через 3 года мы дошли. То есть я начинала изначально на 20 квадратах, это был 2020 год, примерно, 19 апреля, если быть поточнее. И сейчас уже выросли так. Но это, конечно же, благодаря не только мне, но и всей моей команде, супругу, который всегда поддерживает. И вообще многие думают почему-то, что у меня магазин одежды Надина, и то, что я только начала работать именно в сфере женской одежды 5 лет назад. Но это ошибочно, потому что я начала свой путь предпринимателя 12 лет назад. Это был первый проект мой в Улусе, в родном городе Вилюйск. И мы там открыли, я открыла магазин, 25 квадратов, и он просуществовал 8 лет. Это пандемия, он закрылся. Но тут сложность может быть другой. В отличие от мужчины и женщины, я мать, у меня 2 детей, мальчик и девочка, разный возраст, разный пол, и я замужем также 13 лет, поэтому все нужно совмещать, все время нужно быть и в ресурсе, как сейчас принято или модно говорить, в ресурсе, в потоке. И действительно это очень сложно, это нарабатывается со временем, это решает, конечно, дисциплина, воля, терпение, усидчивость. Такие внутренние какие-то навыки и мышление, конечно, нужно менять. Это тоже приходит
с опытом, и какие-то препятствия проходишь, и в целом развиваешься именно вот в этом процессе. Я всегда говорю, не важен результат, главный процесс. То есть поступает какая-то проблема, решаешь, какая-то победа, супер, это все. Ну, по части победы это уже как наложение, то есть это результат твоих действий. Да. Я спрошу, вот с самого начала пути. Да. Вот расскажи историю до Вилюйска, до магазинчика Вилюйски. Вы же начинали с Москвы, отправляли. Да. Вот вообще, с чего ты начинала? И тоже с товарного бизнеса, да? Вот с самого начала, чтобы у всех было понимание, что это не так, что Надя там взяла большой кредит, либо там кто-то инвестировал в него. Да, вот нет. С чего все начиналось, с каких маленьких масштабов? Да, маленькие масштабы, да, это все реально с нуля почти. Потому что самый первый закуп, это мы сделали с мужем, ну тогда он был парень мой. Он жил в Москве, я училась в Якутске. И он из дисконт-центра отправил мне первую партию товара. Он накопил как бы стипендию, что-то добавил, и на 20 тысяч сделал первый закуп. Тогда инвестор мышь 20 тысяч. Инвестор, да. И он отправил товар. Он отправил товар через Внуково, через маленький пакетик Икеа, и туда впихнул все брендовые вещи, которые были на дисконт-центре. Ну, все знают, что такое дисконт-центр, что там уже товар старой коллекции и продается по ниже рыночной, ну, как бы уже по себестоимости практически, наверное. И он отправлял товар, и я продавала его здесь, в Якутске, на ФЛФ, в общагу, отправляла всем знакомым по разным общагам, то есть локации были разные, некоторые приходили ко мне домой, покупали, тогда мы начинали именно с брендовых, как Байер. Но сейчас, оказывается, это как принято уже звучит Байер, тогда мы не понимали, мы просто перепродавали, делали, грубо говоря, X2 и продавали. Каждый раз я оставляла половину, наполовину мы обратно закупали, то есть грубо на 20 тысяч купили, на 40 продали, 20 отложили, на 20 еще продаем, закупаемся. И так мы мотали целый год. Целый год разматывали, и через год я переехала в Москву к нему. Переехала, и тогда я уже познакомилась в 2010 году с рынком Садовод, объездила там все дисконт-центры Москвы, прям Ленинградский проспект, прям адреса помню, примерно возле Метрополиса были, и мы так ездили после работы. Я работала с утра до вечера в драгоценностях, продавала ювелирку, и он работал также в Постпредстве, и после работы где-то до 7 часов вечера мы работали и далее шли по торговым центрам покупать брендовые вещи, а в выходные мы покупали на рынке. Первое знакомство с рынком вот так вот было. Потом в 2011 вот как раз-таки почему-то многие думали, что супруг, там, родители его открыли для меня магазин. Но мне родители подарили на 3-м курсе, накопив свою пенсию, машину Honda CR-V. И я продала эту машину и открыла на эти деньги магазин. И товары возила из Китая. Тоже опять-таки рынки там джинсовый рай, Ябалу, ну вот эти вот все рынки пекинские. Я там уже как бы туда-сюда ездила и представление имею. Но почему-то в то время мы вот в Гуанчжоу почему-то не съездили. Но можно было бы. Вот. А муж присоединился ко мне только потом. Но как обычно бывает, мужчине вообще надо поверить в эту идею, надо увидеть, надо вообще подтвердить, что гипотеза верна и что она приносит какие-то средства. Он присоединился ко мне года 3 назад, где-то так. Вот. А до этого я все сама вывозила, я успела родить 2-го, но первый магазин мы открыли, когда дочке было 6 месяцев, по-моему. Это Вилюйский, да? Да, Вилюйский. Саяне было 6, ей сейчас 12, например. А почему ты решила в Якутске открыться? В Якутске? Это после переезда или? Да, мы переехали сюда как раз-таки лет 6 назад, по-моему, из Вилюйска, или 7, я уже забыла. Примерно так. И я тут работала визажистом. Я была визажистом и на НВК, и сама как самозанятой была, обучала других, сам себе визажист. И в этой сфере я была около 2 лет.
одна из первых обучилась у Гуара Ветисян в Москве. При мне у нее там подписчиков прибавилось 1 000 000. И я подумала, что это как-то несерьезно. И почему бы мне тут не попробовать? Но я реально тут боялась открыть. Потому что все говорили, торговые центры там дорого стоят, аренда дорогая, зарплата тут по-другому. И, кстати, мой первый сотрудник до сих пор у меня работает. Самый первый, кто у меня был, Саша, ее зовут. Вы на Дине работаете? Да, до сих пор. Она уже успела выносить 2-го малыша, выйти из декрета. Сейчас у нее сын уже ходит в садик, и она пришла обратно к нам. То есть самый первый мой сотрудник, я ей очень благодарна, потому что она ждала, пока мы там откроемся, пока ремонт сделаем. И это все своими как бы средствами. Там ремонт, бригаду никакую мы не нанимали, тут как-то все в потоке, в желании, прям. Я посещала семинары разные, встречи, по-моему, и к вам ходила, когда еще до открытия магазина. У меня ничего не было, но я собирала всегда информацию и говорила: а у вас какой бизнес? Пока ничего, но я скоро открою. Поэтому, если кто-то хочет открыться... А вот расскажите чуть про первый год, как ты открылась в Якутске? Потому что все равно открыть условно, ну, в городе Вилюйск, конечно, это город, но все равно условно в деревне и в Якутске, где жесткая конкуренция, это же чуть-чуть по-другому. Вот расскажи свои ощущения, трудности. Мы открылись в Волонхо, 2 недели ремонтировали сами и простояли там 2 недели. За 2 недели у нас выручка была 80 000. Я как будто жила какие-то миллионы. Я подумала, нет, мне не нравится, короче. Тут надо принимать, мне кажется, быстрые решения, быстрые действия. Долго думать не надо. 2 недели простояли, меня выручка не устроила. Я не стала там копаться, стоять и выехала оттуда. Нашла другое место в торговом центре «Апельсин» на 3-м этаже, но квадрат меньше. Сначала мы заехали поменьше, на 20 квадратов, потом через 3 месяца мы заехали на 40 квадратов, потом через еще отработали месяца 4, заехали на 60 квадратов, и потом мы заехали в проспект, это после пандемии. Там уже место освободилось, и мы заехали на 120 квадратов. За 8 месяцев реально выросли от 20 до 120 квадратов. Это, мне кажется, во многом решает именно быстрые решения. Просто надо быстро, долго не думать, сразу пошел, сделал, зашел. И главное, деньги, то есть держать всегда в обороте. Я не вынимала оттуда года, наверное, 2 точно. То есть деньги себе в карман, ну там совсем на еду только, наверное, и все. Особо никакие поездки, я не знаю, ну куда тратить деньги. Я, короче, вот историю Нади помню с самого начала, потому что ты же в то время обучалась у нас. Да. И вот я был в шоке. Вот, чтобы попасть тебе. Ну, да, просто в сравнении, там к нам приходили довольно большие организации в то время. То есть мы с малыми не работали, у которых там коллектив 20 человек, 50, 100. И они, ну, конечно, когда большая компания, они растут, ну, очень долго меняются, растут там 30% в год, 50% в год. А в год при этом. А потом Надя пришла на обучение с Галей. Да, Галя И я узнаю через месяц, уже в 2 раза выросли. Как это? Потом еще через месяц 2 раза. За год там в 5-10 раз. Я вообще реально был в шоке. Как так можно делать? Я еще к тебе уже попала. Я же тебе звонила. Я прям прекрасно помню. И ты сказал, что ты попадешь на мой курс, только если у тебя будет выручка 700 000. У меня там был потолок 300 000. Я прям прекрасно помню. Мы сидели в кафе Friday. Это было 4 года назад или 5 лет назад. Ну, где-то так, в начале пути, в общем, я точно не помню. И это был кафе Friday. У меня был сын. Ему было 7 месяцев тогда. И ты тогда сказал, надо выбирать, что-то все равно будешь пожертвуешь. А я говорю, нет, я не хочу жертвовать, так невозможно. Я не могу так брать няню и отдать ребенка няне, и чтобы кто-то еще другой суетился. Нет, я сама сделаю. И без других помощников. И чтобы попасть тебе на курс, реально там у меня выручка была 300 000. 300 000. Я вообще не понимала, как сделать 700. И у меня в голове не укладывалась эта цифра вообще. 700 000. Это же капец большие деньги. И я понимала, что, если я не сделаю 700 на следующий месяц,
я, короче, к Джулусу не попаду. А я знаю, что у Джулустана там все будет чики-пуки. Я прям верила, что я у него пройду обучение, и все у меня встанет хорошо, что у меня пойдет рост, это же новые знания, новые возможности. И позвоню такая, закрыла же месяц. Джулус! Да, я помню. Да, я прям на улице стояла, дочку отнесла на шашки, оставила и вышла в коридор на улицу потом. Я говорю, Джулус, короче, я 700 тысяч сделала, я к тебе приду на обучение, круто, типа. Как? У тебя же было 300, как это 700? Как это 700 ты сделала? Вот, на страшной дикой мотивации, что я должна обязательно попасть. Это же еще цель, вижу цель, не вижу преград, и все в этом духе. Ну, просто поделили. На самом деле, это просто математика была простая. То есть 700 тысяч — это сколько дней? На 30 поделили, в день сколько вещей должны продать. Это значит, сколько клиентов, ну и прочее, вот так вот все. И еще я помню, мы там оцифровали, сколько должно быть показателей по Инстаграму, по Нельзяграмму, и сколько блогов и так далее. Вот. Да. Ну, чтобы это получилось. Да. Вот. И по этой схеме, если прям нажимать, там все нормально было, прям очень быстро. И пошла горячая уже пора, обучение прошли, потом сразу, кстати, после обучения наступила пандемия. Спасибо тебе, Надя, что у тебя были результаты. Почему? Потому что мы же раньше до этого с начинающим и с малым бизнесом не работали. И мы поверили тебе и Галине. Они пришли там и на делах. И потом, поначалу мы не думали, что вы так вырастете. Но потом, когда вы выросли, мы уже поняли, оказывается, можно делать результаты для малого бизнеса. И потом мы начали очень много обучения для малого бизнеса. Да. И вот реально ваша история нас вдохновила, чтобы там тоже сделать. И те, кто прошли у нас обучение я после реально вас. почувствовала, потому что после твоего обучения как на дрожжах, очень много магазинов одежды, открывается, потому что мы же всех анализировали, и потом это бесконечный поток, все новые. Чего так много уже? Типа, рынок переполняется. Я к тому, что если бы у вас не было результатов, мы бы, наверное, в ту сторону даже не смотрели. Возможно. И поэтому вы реально вдохновили и нас, и многих предпринимателей, чтобы в Якутии все развивалось, с Галиной. Вкратце так. Я и вся наша команда Focus Pro сейчас активно занимаемся консалтингом для среднего и большого бизнеса, для тех, у кого есть цель вырасти из годового оборота со 100 миллионов до 300 миллионов, с 300 до миллиарда и так далее. Последние полгода мы особо не работаем с малым и с микробизнесом, но очень много заявок поступает, и все-таки мы решили запустить для них обучающую программу «Усиление X3». Это для тех, кто только хочет начать бизнес, либо имеет небольшой коллектив, 1, 2, 3, 4, 5 сотрудников и хочет быстрее расти. Если вам интересен курс, просто напишите по ссылке в WhatsApp в описании слово «усиление», и мы отправим вам подробную программу. Теперь пандемия. Да. Пандемия. Все встало же. Вот после обучения, помню, буквально через 2 месяца, через месяц. Да, я помню, ты на обучении говорил, типа, вот, в Китае что-то пошло, а мы такие, это нас, короче, не коснется. Да, это был конец. Это болячка там, это пока далеко, типа, к нам не придет эта болезнь, там что-то у них там стряслось, что-то так, как будто это было далеко. Пандемия наступила, все закрылось. Мы думали, на неделю закроется, на 2. У меня сотрудники все уехали. Потому что их же звали, родители. Они же приезжие были. Кто-то в Момский уехал, кто-то вот так вот разъехались. Это, конечно, и никого держать я не стала, и не обижалась. И что мне оставалось делать? Я весь магазин перетащила к себе домой. Полностью, почти. Я там частично все отбирала. И там началось обзоры, говорящая голова. Я 100 раз переснимала перед тем, как выложить. Это большой страх был. Страх публики, страх того, что... Я думал, ты уже скоро уверена. Нет! И это был такой страх, что что-то не так скажу, интонация не та будет, ударение не то, окончание не то. Там же диванной критики же все равно же существует, и ты же можешь получить камень в свой огород, и поэтому это меня немножко останавливало. Но тем не менее я решила, что надо двигаться дальше, иначе все встанет. Вот. И на дому делала обзоры, сама оформляла их, сама их отвозила. Я еще включила доставку до адреса.
Пока все поливали себя санитайзерами, в общем, и мне пришлось тоже так же, все это в маске, в перчатках, и даже, что мы еще делали-то? Доставка с примеркой была. И самое прикольное, я тогда поняла, что быстро, через пару уже дней поняли, что берут только верх. Я перестала возить вообще низы. Я продавала только блузки, футболки, потому что люди работали онлайн, понимаешь? Вот так вот. И они покупают только верх. Смысла нет брать этот низ. И одни верха покупали, продавали, сама оформляла, сама доставляла, все, в общем, сама делала. Ничего другого не оставалось. И потом мы так... То есть ты все это в одного делала? Я все в одного делала. Круто. Я там все просадила себе. Весь желудок, весь ЖКТ, вообще все там полетело, потому что я реально не успевала и кушать, и отдыхать, и что-то еще делать. Успевала только готовить, накормить детей, и как бы нерегулярно кушала, потому что еще ездила по адресам. Я прям некоторых клиентов помню, где живут, какие квартиры, кто как встречает. И тогда уже со всеми лично познакомилась. Это такой большой плюс был, потому что эти же клиенты у нас до сих пор есть. Кто в пандемию о нас услышал, и они до сих пор... Я сразу там stay home, типа оставайтесь дома, прям везде табличка доставка, работает Надина по цене до пандемии. Ну, в общем, все такое было кричащее. И мы в пандемию очень хорошо выросли по части Инстаграма, то есть соцсетей. И потом мы немножко, месяц только простояли в Апельсине и заехали вот в проспект. Но там многие магазины закрылись, реально. Немножко подсели. Некоторые совсем долго раскачивались. Ну, где-то... Ну, это отлично же от каждого зависит тоже, да? От скорости восприятия, скорости мышления. Я здесь спрошу, смотри, вот пандемия реально для многих, как сказать-то, был фактором отрицательного роста один, да, сейчас модно отрицательный рост, многие закрылись в палате, а для многих стал фактором вот быстрого развития. И те, кто быстро принимали решения, они росли. Сейчас анализируя от момента сейчас, как думаешь, что должны были делать те предприниматели, которые не должны были обанкротиться, развиваться, да? Что им нужно было сделать, чтобы также быстро вырасти пандемию? Потому что вы же пандемию использовали как фактор роста, наоборот, вы очень быстро выросли. Да. Вот что они должны были сделать, если пошагово, раз, два, три? Даже не пандемия, в частности тоже СВО, в частности падение рубля. Независимо, какой мне кризис, кажется, да, в какой кризис, это не обязательно пандемия. Что-то же случается на рынке. И мне кажется, просто самый хороший рецепт — это вообще не читать новости, не слушать пугающие всякие, не знаю, статьи, какие-то сильно... Мне кажется, это дело психики, то есть внушение. Ты уже сам внутри колеблешься, у тебя, возможно, уже внутренний баланс теряется. Все же оттуда, от силы самого владельца, и насколько он трезво все это оценивает, адекватно. Как ни в чем не бывало, просто немножко, мне кажется, надо выдохнуть, немножко переждать, немножко успокоиться. По идее, ничего страшного не случилось. Конечно, страшно, но как бы твои близкие есть рядом, и все равно нужно дальше двигаться. И тут решает реально быстрые действия. Быстро действовать. То есть слишком долго, когда наступают такие моменты, когда надо быстро, резко пандемия, резко доллар, резко что-то. И тут же даже быстро пробовать все варианты. Этот не подскочил, этот не то. Главное пробовать. Тут. А если это, а если не это. Пока ты взвешиваешь, там уже другой. Принял решение, уже действует. Уже он уже там впереди поезда бежит, а ты до сих пор сидишь. В болоте копаешься. Я здесь добавлю, есть понятие антикризисное мышление, да? Многие в кризис, наоборот, падают по духу, по эффективности, и при этом они оправдываются тем, что денег стало меньше. Нет, это как будто бы... Это сегодня же понедельник. Сегодня же понедельник. Да. У них очень много оправданий, почему у них стало меньше, да? При этом, на самом деле, любой кризис почему считается возможностями?
по идее, возможно вырасти. На самом деле очень простой ведь. Условно, из 100% предпринимателей... 80 человек, 80% сливается. А он никаких новых действий не делают, ждут, короче. Да. И, допустим, условно, нету ни рекламы, ни маркетинга, ни ассортимента, да? А 20% наоборот больше двигаются, хотя рынок упал, например, даже если в 2 раза до 50%, все равно есть запас вот 30%. И любые действия предпринимателей в кризис, наоборот, эффективнее в 2-3 раза, чем в стабильное время. В стабильное время все растут, а в кризисное время, наоборот, те, кто делает быстрые действия, они очень быстро растут. И когда все хорошо, не нужно тратиться на что-то лишнее, потому что все равно будут какие-то впереди такие моменты переломные, когда нужно дополнительно финансово добавить денег. А их может быть не быть, потому что когда было все хорошо, мы отдыхали на пляже. Вот плохим временам нужно готовиться в хорошее время. Да. Это всегда так. Когда все хорошо, уже надо... Ну, в любом случае что-то может быть. Вот давай я спрошу тогда про финансовое, как сказать-то, ну не мышление, какой у вас с Гришей подход, ну, или к семейным финансам, или к бизнес-финансам, ну какие у вас ключевые принципы вообще в распределении финансового бюджета, и семейного бюджета, и бизнес-бюджета? Вот, допустим, как ты сейчас сказала. Например, я получаю зарплату себе месяц 50 тысяч, отправляю на карту, он тоже. Этими деньгами мы расплачиваемся по продуктам, по лагерям, по мелким этим занятиям детей, на такси. И это все, это наши карманные расходы. То есть на 50 тысяч ему, 50 мне, на семью 100 в месяц. Ну, туда и входит ипотека, и все. То есть дальше мы оттуда не вынимаем деньги. И оттуда же отдаем, например, дочке, ей уже 12 лет, у нее тоже есть ограничения, мы ей даем 3000 в месяц. 3000 в месяц, из них она откладывает 1000 в месяц, 2000 она пользуется. Чукурка. Ну вот сколько... В смысле, и все, да? Рохтургина по 500 рублей? Нет, у нас нету такого. То есть она получает в месяц 3000, и вот. Тогда лучше ребенку... вот я просто сейчас уже с точки зрения родителей. Конечно. У нас годовалый ребенок, и нам все это предстоит. Лучше давать не каждый день по маленечку, а сразу на месяц дать, чтобы она сама уже думала. Планировала. Да, мы так делаем. Она уже давно так получает. В начальный класс поступила, и все. И мы со 2 класса, по-моему, даем именно наличные. Сначала, чтобы она чувствовала вот этот вот подсчет. Специально даже не на карту. То есть это же цифры на карте, ты же не видишь, а тут ты считаешь, сдачу посчитаешь, верно ли ты расплачиваешься, минусы, плюсы. И потом дополнительно у нее могут быть расходы, это я уже дополнительно оплачивается, если на день рождения пригласили, например. Таким образом вы уже финансовое мышление ваше с детства хоть формируете? Да, но у нее всегда есть возможность заработать. Вчера у нее был дебют, например, она участвовала в гараж-сейл, и она продавала вещи. Продавала вещи не свои, а магазина. И за это она получила... Я у нее вчера спросила, за сколько ты оцениваешь свой труд. Она сказала 1500. Я сказала окей. И дала ей 1500. Ну, как бы она сама знает, сколько она вложила вчера. Она реально вчера хорошо отработала, полный рабочий день. И вот такую вот сумму она попросила. Но я не буду урезать, потому что она должна все равно свой труд ценить, и в будущем это все равно надо будет. У меня вопрос по тоже семейной части. Точнее, не по семейной, а вообще по планированию времени, как планировать... С детьми время? Допустим, вот для меня сейчас большая проблема планировать время работы, чтобы это было эффективно. То есть не слишком много, не слишком мало. И еще в семьей, например, да? Хотя я мужик, и мне как бы только 2 основные части. А для женщины, мне кажется, я вообще не понимаю, как женщины-предприниматели планируются, потому что там и работа, и семья, и готовка. И еще к семье не просто как я уделить, там просто общаться, да, там готовить, убираться, стирать, убираться, их время, одежду гладить, их развитие планировать, еще там мужу что-то сделать, еще там самой краситься, еще там, короче. Я уже устал. Ну как женщины это планируют? Ну, женщины-предприниматели где?
Очень хороший вопрос. Не как Тиндер. Все в потоке, да? Ну, как у меня получается планировать? Ну, сначала я прям расписывала. Вот у меня есть неделя, я расписываю по дням. В этот день у меня вот эти задачи, вот эти. Занятия детей вот там. Прям у нас все там висит. Занятия тут, занятия там, занятия. Их же еще двое, по разным местам их надо возить. И вот так вот. У них еще соревнования и всякие, куча всего. Но какие-то обязательные точки опоры должны быть. Главное не то, что ты сам присутствуешь. Ты можешь присутствовать рядом с ним целый день. Но это может быть качество не такое, которое они хотели бы получить. То есть, например, какие у нас постоянные привычки могут быть. Один раз отдельно все равно, в любом случае гуляем отдельно. То есть сын с папой, дочка с мамой. В неделю? Пойдем в неделю? Да, обязательно. Все равно тусуешься. Потому что мужчина получает от мужчины нужное. А потом наоборот. Папа может с дочкой проводить какой-то определенный период времени, и я с сыном. То есть не вместе, именно по отдельности конкретно? Да, по отдельности конкретно, тогда каждый как будто получает. Обязательно это совместный ужин, совместный обед и совместный завтрак. Вот то, что сплачивает, это именно за столом все вместе. В смысле, совместный обед каждый день, да? Ну, дочка же заканчивает, приходит домой. Он домой барнавит, да? Да, она в неделю только 2 раза может где-нибудь пообедать, если совсем... Нет, в смысле, вы успеваете обедать дома? Да, конечно. Где? Как вы успеваете? Никак. Нет, ну мы, да. Например, я сейчас тоже дома обедала. Ну, как бы обедаем дома. То есть это как не традиция, это как место, где мы собираемся вместе, все вместе и общаемся. Обед именно не спеша. Война войной, обед по расписанию. Я это всегда так говорю. Ужин то же самое. И обязательно, когда мы вечером ложимся, каждый вечер, я читаю им книгу. Вот какую они скажут, сколько. Каждый вечер? Каждый вечер читаю. Значит. Каждый вечер. Вот по части, если очень коротко. Тогда я почему-то чуть-чуть другое представление было, что вы чуть-чуть оптимизируете на семью и больше на бизнес и продукт. Тогда у тебя основное время на семью было, да? Но, уделяешь, внимание, время. Да, но семья все равно это первостепенное для женщины. Была бы я мужиком, я бы по-другому действовала в любом случае. Но... А так сейчас получается для семьи... И самое хорошее, да, перебью, привычка не заносить проблемы домой. Я раньше делала так, я вечером тоже работаю. То есть в 8 работаю, и в 9, и в 10. Но теперь 2 года, наверное, я так не делаю. То есть я работаю, отработала там, и все, закрывается. А получается, ты сколько дней в неделю, сколько часов в день уделяешь работе? Я могу прийти на работу 1 раз в неделю, могу 2 раза в неделю, могу 3 раза в неделю. И это зависит скорее от сезонности. То есть я могу каждый день приходить на работу. Мне прям очень нравится ходить на работу. Я прям очень люблю. Я туда лечу прям с большим желанием. И там тоже персонал — это же дети. И ты обязательно с каждым должна разговаривать. С каждым, как дела, погладить, немножко что-то так, молодец, похвалить, заметить. Ты в прошлый раз сделала большой чек. Молодец, типа. А почему тебя не было? Что случилось? Или я вижу, что она уже в состоянии уныния, и что случилось? Пойдем пообщаемся. Вот с каждым прям, хоть это будет помощник, хоть это управляющий, нужно держать с каждым вот эту вот тонкую... А ты сейчас это успеваешь? У тебя же довольно большая команда. Да. Успеваешь? Где? Ну, когда я перехожу, я там особо ничего... Как бы я давно уже обзоры не веду. Раньше я вела обзоры. Сейчас отошла оттуда, поэтому, когда я прихожу, я больше занимаюсь общением. Именно с персоналом. Общение.
обязательно делаю закуп, смотрю, что... Закуп вот единственное, то, что я не могу передать никому. Ну и не надо, наверное, пока. Да, нет, не надо пока. Ну и не пока, и вообще пока не надо. Ну, в общем, не надо. Я обязательно смотрю, что перед закупом подхожу в магазин и смотрю, что убрали, что плохо, что хорошо. Отчитывается по мне на собрании. За неделю план такой, что выполнили, что не выполнили, план на месяц. Условно, да? В среднем. Я верно ли понял, что 3 дня в неделю по 4 часа тебе достаточно для контроля бизнеса? Еще раз, 3 раза в неделю по 4 часа? 3 раза в неделю по 4 часа, для бизнеса. Это достаточно? Да. Достаточно, да? Да. И тогда такой вопрос. Помнишь, ты говорила ранее, что вот наше общение сколько лет назад уже? 5 лет или 5 лет назад. Ага, что нужно, хотя бы в то время выбрать что-то, пожертвовать, чтобы потом стало лучше. Все-таки, как думаешь, это было верное решение в то время, сколько-то месяцев или лет пожертвовать, чтобы в будущем так стало? Или же... Я не пожертвовала. То есть и то, и другое успевала в то время, да? Нет, имеется в виду, я не жертвовала, я ни разу не наняла няню. Ты все успевала где? Я его с собой возила. Чего? Везде с собой таскала. Все мои девочки знают моих детей. Они видели их в памперсах, и потом они начали без памперсов ходить, потом они начали говорить, потом они начали самостоятельно раздеваться, одеваться. Вот этот весь этап взросления. И в этом году осенью сын пойдет в школу, и они говорят: как? Ему же недавно было 2. Как это в школу? У меня же девочки давно работают, поэтому они видят. Такое, что ты решила не жертвовать, а просто Просто возить с собой. И сын у нас коробки таскал. Не таскал, не поднимал, а именно возил с папой. Например, он с папой вместе что делают? Они забирают вместе товар. Он видит, что родители делают, чем занимаются, как я снимаю обзор. Иногда он туда залетает. И пускай бегает на ремонт, что-то сделать. Дочка, например, постоянно что-то, когда товар приходит, тоже иногда помогает, клеит бирки, что-нибудь убраться, посмотреть, что поступило. До этого она тоже раздавала купоны, флеера. То есть это же общий процесс. Поэтому я тут не отделяю, не могу отделять. Дети, вы маленькие, сидите. Для меня очень классно и здорово, что когда дети уже с детства понимают, чем разделяются родители, и ценят уже и деньги, и весь труд. Да. У многих, мне кажется, например, даже если работают в бюджетной сфере, они же и не могут же таскать. И поэтому где деньги, кока-кола, чипсы, и не ценят, Да, может быть такое. И, например, они никогда нас не упрекают, вы много работаете. А где вы были? Почему вас целый день не было? Или когда уже, и ножкой топнула, и все. Такого особо нету, потому что они видят, что мы делаем, и они понимают, для чего мы делаем. Потому что за этот период мы уже, например, с дочки, мы надеемся, что она поступит в Москву, с надеждой, что она поступит в Москву. Мы, например, приобрели квартиру. Это тоже же общий вклад. У них хорошие отношения к нам, пониманием относятся. И также и понимают, что что-то приходит, что-то мы покупаем. Это тоже часть их вклада. То есть они тоже принимали в этом участие. А не вы, спиногрызы, сидите, молчите. Вообще, мне кажется, это очень важно для любого родителя. Но я пока неопытный родитель, но просто я сейчас думаю... Мы все неопытные, я не знаю, как общаться с подростками. У меня просто годовалый ребенок Пулади. Просто я к тому, что я сейчас пытаюсь думать, как родители под меня воспитывали. И примерно такой подход был. То есть мы вообще с детства все таскали, все возили. Родители заставляли меня считать деньги с поступлений. И в день условно иногда бывало 1 миллион, да? Но если бы мы не работали, мы думали бы, столько денег родители зарабатывают, попросим приставку игровую и так далее. Но у нас такого не было, потому что мы реально видели, сколько это стоит труда, и что очень много уходит на расходы и так далее. И уже с детства понимали,
ну, что, ну, ценность труда, ценность бизнеса, что это не купи-продай, а реально там очень много за этим стоит, короче. И человек тогда уже более осознанно подходит к любой работе. И поэтому я считаю, что нужно любому человеку заставлять или, не знаю, или прививать работать детей вообще с детства вообще. Да, хотя бы мелочь. Хотя бы, да. Чтобы они ценили все это. Нет, у нас вообще, когда мы это прописывали, тоже давно, у кого какие обязанности по дому, чтобы не было никаких стычек. То есть у нас дочка готовит с 6 лет суп, помыть посуду, убрать за собой. Ну, элементарные какие-то вещи. Да, это очень большая помощь. Она должна понимать, что она тоже хозяйка, а не как гость. Пришла, значит, подавайте мне еду. Я пошла дальше тусить. У меня дела, отстаньте, вы кринжи и прочее. Трэш. Ну, они там модно же как-то разговаривают. У сына, например, свои какие-то задачи. Он тоже уже моет посуду, что-то делает, играет с собачкой. Мы еще собаку купили, да? Айка, уже год с нами. И у мужа тоже. С супругом у нас вот как бы нету такого, что мы по каким-то мелочам спорим, по бытовым. У нас в плане быта все нету такого, что это женская работа, это мужская работа. Потому что мы одинаково кушаем, одинаково все одеваемся, одинаково как бы гуляем по квартире. Поэтому он может иногда посуду помыть, он может иногда полы пропылесосить. Это как бы некоторые думают, что это как-то не по-женски, типа женщина должна убираться, женщина должна... Но у нас так, например, такой уклад. А в работе, где мы как вообще ладим, когда он закончил свою деятельность по части... Он же был дальнобойщиком, ну он и сейчас дальнобойщик, это все уже остается навсегда, мне кажется, состояние. 10 лет работал, и потом он вступил ко мне. То есть спустя 10 лет, и мы сейчас в одной лодке варимся. И тут может быть такое, что ты же все время одна работала, и тут он. И что он должен делать, и что ты должна сделать. И мы заранее расписали, кто чем будет заниматься. По части платежей, по части денег, переводы, счета, коммуналка, там грузоперевозка, забрать груз, доставить груз, по части части по магазину, поменять это, то, по части программы 1С, по компьютеру, по технической, по банку. Это все он делает. То есть я туда не лезу, это не в моей компетенции, скажем так. И поэтому к этой части мы относимся так, типа, надо сделать это, и все, как бы делает Дон. Я могу спросить, ты, а если так не расписываешь, ты думаешь, блин, я думал, ты сделал, а он скажет, блин, а я думала, это ты сделал, или там, ты должна была сделать, а я думал, ты должна была сделать, чтобы такого не было, на берегу нужно решать вот эти вот обязанности. Тогда легче, намного легче. А у тебя больше за что ответственность? За какие процессы? У меня, скорее всего, по части персонала, чтобы с ним общаться. Коммуникация — это все-таки женщин решает, ну, как бы энергия женщины. У мужчин все конкретно мне, все, уволен. Пойдем побоксируем, типа такого. Да, тебе все, хватит, типа, пошел. А у нас все надо вот так вот. Потом по части персонала, по части найма персонала, по части продвижения, стратегического вообще какого-то развития, по маркетингу, там много же информации, и по части закупа. Ну и эстетика. Ну я говорю, давай так, давай это поменяем, давай то. А он как бы делает. Ну вот условно, да, в средний предприниматель, допустим, женщина, да, все равно, ну, условно для них ты пример, там 3 дня в неделю по 4 часа, но это реально очень эффективный предприниматель, при этом с таким коллективом и оборотами таких мало. Как думаешь, что бы ты им посоветовала, что сделать для того, чтобы женщина-предприниматель больше обращала время на семью, на развитие детей, на себя и так далее, да, чтобы условно также зарабатывать хорошие деньги,
при этом в 3 дня в неделю, работая в 4 часа условно. Что им нужно сделать, чтобы это реализовать? Мне кажется, это решает только внутреннее состояние и физическое состояние. Потому что очень много энергии расходуется. Ты отдаешь энергию детям, ты отдаешь энергию мужу, ты отдаешь энергию дому, ты отдаешь энергию персоналу и прочим переживаниям внутренним. И тут главное не забывать о себе. Женщина вообще по натуре, мне кажется, по природе, она все время посвящает себя другим. Родителям, друзьям. Даже родители мужа, да? Да, даже родителям мужа, родственникам. Вот эта вот часть, это же очень большая энергия, которую ты отдаешь от себя, но надо, чтобы она тебе приходила, обратно возвращалась. А как ее наполнять, чтобы это все обратно возвращалось? Это, например, у меня, ну, у всех по-разному. Кто-то наполняется, когда ходит на, грубо говоря, педикюр. У всех, все мы разные, и у всех разный подход. Кому-то нравится йога, кому-то бокс, кому-то фитнес, кому-то пилатес. Вот какое-то хобби должно быть. Именно хобби, которое отключает от всего. Просто. А у тебя это что? У меня это чтение книг. Значит, хобби. Да, я сижу дома, я читаю книгу. В основном какую литературу? Я перешла на биографии, на истории создания крупных этих Nike, Netflix, там сеть магазинов, рестораны, Cartier, бренды, Dior и прочее. Вот это вот меня, это я не читаю книги по мотивации, выйти из зоны комфорта, там, это выбешивает меня почему-то уже. В начале пути это прикольно. Ты такой заряженный, о, давай, типа. А сейчас надо наоборот что-то такое расслабляющее, растягивающее. Особо телевизор я не смотрю. У меня муж любит телевизор смотреть, это его расслабляет. Окей, я не лезу, я могу почитать книгу. Это расслабляет, что вообще единение с собой. Чтобы прям никто меня не трогал, никто меня не беспокоил, хотя бы там в неделю 1 раз в течение часа-2. То есть я могу просто одна прогуляться по городу, одна сесть за руль, поехать куда-нибудь. Это летом природа, просто погулять в лесу, куда хоть в парк иди, там походи. Музыку слушай, это очень хорошо. Что еще? Для меня это отчасти еще и готовка. Как бы странно это ни звучало, я очень люблю готовить, и это прям в азарт вхожу. И ни о чем другом как бы не думаю. И массаж. Хожу на массаж по пятницам. Стараюсь, ну, иногда, конечно, в силу состояния внутреннего, если я чувствую, что я устаю, неделя была активная, месяц был активный, и тогда я иду на массаж, и там час, чтобы тело не отставало, потому что деньги — это же тоже энергия, и нужно понимать, что это энергия, которая может тебя задавить тоже. И надо, чтобы у тебя ее хватало, твой вес денег удерживать. И обязательно слежу за своим физическим здоровьем. Это постоянные какие-то чекапы, анализы, потому что без здоровья, мне кажется, вообще ничего не будет. Допустим, есть женщина-предприниматель, у которой 5, 10, 20 сотрудников, например, да? И она реально вообще жестко в текучке, вообще жестко пашет, работает, недовольна сотрудниками, продажи норм, но прибыль не очень, хочется больше, и она хочет больше времени уделять семье и так далее, но если она будет уделять время больше семье, либо себе, например, да, она боится, что упадут продажи, прибыль, коллектив распадется, например, да? Тогда что ты конкретно им рекомендуешь? Например, просто расслабиться, там, ходить по и так далее. Вот что по парку ходить, да? Да, и массаж, или все-таки что бы ты им рекомендовала? Ну, тут надо что-то действующее, действенное. Это, скорее всего, самое первое, это, скорее всего, нужно прописать каждому инструкцию, чтобы был точный инструктаж. Вот как бы мы же пишем список перед тем, как пойти в магазин продуктов, что нам надо купить, типа такого. Ваша задача расписывать, чтобы он понимал, что делать. Потому что человек не всегда может понять.
Ты говоришь «а», он поймет маленькое «а», может жирное «а» или может курсивом «а». Он же не так может воспроизвести информацию. И поэтому нужен обязательно инструктаж какой-то. То, что так. И потом спросить, все ли понял так, как надо. То есть дон. И по этой задаче он работает. Это первое. Второе. Не надо додумывать. Он сделает так, он бы сделал так. Как бы женщины вообще имеют свойство додумывать. Надо же головой работать и конструктивно как-то, эффективно работать, но не додумывать. Что бы он сделал, если я так сделаю, он по-любому так сделает. Зачем за него решать? За другого. Вот не додумывать. Он не справится. Вот так вот еще говорят. Нет, а вдруг он справится? Второе, не додумывать. Третье, что бы я посоветовала, доверять. Многие люди думают, что лучше меня никто не сделает. Но надо ставить свое мнение под сомнение всегда. Вот ты думаешь, я сейчас все сделаю, а другой не сможет сделать. А чем ты лучше другого? Вот чем ты лучше консультанта или управляющего? Как бы ничем. Поэтому просто нужно учиться доверять другим и иногда ставить свое же мнение под сомнение. Вот ты принял какое-то решение, и думаешь, если кто-то... А вдруг это неверно, типа? Или я как-то отругал, или что-то замечание сделал. Верно ли я отругал, и надо ли было? Вообще, это пример. Допустим, это то, что под сомнение ставить. Не всегда мы правы, не всегда я права. И это очень тоже помогает. Женский коллектив — это он такой очень бурный, динамичный. Поэтому это тоже надо держать в этих... Не в ежовых рукавицах, скорее всего, следить за атмосферой в коллективе. Атмосфера многое решает. То есть если там уже есть что-то не очень, паразит, он может заражать других. И нужно еще выявить, кто там паразит, и исключить его. Тогда все норм дальше. То есть, грубо говоря, один любит сидеть, отсиживать, и второй тоже приходит, и давайте я тоже сяду. И потом начинается кучка сидящих. Вот что-то в этом роде. Здесь я полностью с тобой согласен. Просто, да, вот я специально это спросил, чтобы ты навела на мысль, что нужно уметь управлять командой. Потому что многие предприниматели реально или не доверяют, или не умеют, либо же, просто много недоверия и не умеют планировать сами, из-за этого не могут делегировать задачи, например, да? Из-за этого все взяли на себя. И поэтому здесь ключевое решение, чтобы условно работать эффективно, условно 3 дня в неделю, 4 часа, это уметь управлять персоналом. Но в то же время я согласен, что ты сказала про энергию, потому что если нет энергии, то и человек и не захочет, как сказать-то. Но человек без энергии, он реально будет все больше себя гнобить и так далее, не хочет восстанавливать свои ресурсы, не захочет планировать, делегировать и других мотивировать, направлять, В итоге он, больше... И поэтому здесь нужно Поэтому нужно как-то быстро набраться энергии, условно, да, и делегировать, управлять, вдохновлять и так далее. Я насчет энергии... Я тебе когда-то тоже говорила. Да, ты когда-то 2 года назад, по-моему, говорила, но я, честно, не понял. Я очень цифровой человек, системный была. Да. Не реагировал. Что такое? Антон, я последний год начал об этом задумываться и уже начал понимать и чувствовать, и уже следовать советам тех, кто в этом разбирается. И реально жестко важно, потому что там всякие цифры, аналитика, там чек-листы, это, конечно, важно, что-то техническое, но все-таки закон жизни такой, что когда человек больше вкладывает энергии в других, это не важно
через услуги, там, маркетинг, ну, рекламировать, либо же, ну, чтобы клиенты пришли, либо же сотрудникам их вдохновить, мотивировать, чтобы они лучше работали, да? Все равно это жестко много решает энергетической части. Человек вкладывает энергию и получает обратную энергию в виде хорошей работы от сотрудников, либо денег от клиентов. Оказывается, это жестко взаимосвязано. И при этом это зависит от твоей личной энергетики. Вот ты представь, да, ты даже можешь хронологию сделать. Когда у тебя падала энергия, когда ты был не в том состоянии нужном, у тебя все вниз же. Ну, и ты человек, вообще любой человек, он всегда идет за сильным человеком. Он всегда идет за энергией другого. Вот у меня девочки, кто приходит ко мне, они приходят ко мне. Не в магазин. Они приходят за человеком, идут за человеком, потому что они чувствуют какую-то силу, которая ведет их, которую они не могут получать, что-то брать. И ты отдаешь, и ты получаешь. Не то чтобы деньги ты получаешь. Деньги — это всегда результат. Он все равно будет. Следствие всего вот этого. Конечно. Об этом даже не надо думать. Это будет. Вот надо вот процесс, вот от точки А до точки Б, и вот этот вот путь, вот если ты его сделаешь круто вверх, то это все равно приложится. Деньги. Не туда идти, не к деньгам идти, а сам процесс важен. Поэтому там надо отдавать, и получаешь. Вот, и поэтому я вот только вот последний год стал это осознавать. Потому что стала отцом. Да, кстати, может быть. Да, кстати. Потому что ты понимаешь, что нужно ребенку отдавать энергию. Да, и нужно как-то... А он тебе жестко тоже... И еще у меня такое, как бы, не то что правило. После работы я устаю. Иногда бывает, что я устаю. Но я не иду обниматься с детьми. Я иду в душ. И просто стою под струей воды. Просто я беру энергию от воды. Огонь, вода. Вот это же стихийные. Ты кехет, да? Да, вечером. Мне, наоборот, утром в руссках контрастно душ. Это же чтобы взбодриться. Тебе, наоборот, чтобы успокоиться. А мне надо, чтобы успокоиться, чтобы немножко горячее было, чтобы тело, мышцы все расслабились. Только потом я уже выйду к своим. Все вот это вот убираю. Могу там немножко помедитировать, чтобы все сегодняшнее, то, что было, что-то не то, все. Уйди, типа такого. Но никогда я не иду сразу к детям и не бегу их обнимать. И вообще, когда я обнимаю с чувством отдачи. То есть наоборот, я им отдаю от себя, а не у них забираю. Понимаешь, это очень тонкая грань. Да, ты понял. И ты прям я сейчас понял. Я вот год назад не понял, но сейчас стал понимать. Вот. Энергия. Я вот сейчас... Я это вычитала. Я люблю читать книги же, на разные. Я во многом читаю книги про воспитание детей. Про воспитание мальчиков, про воспитание девочек, какие взаимоотношения должны быть у матери с сыном, у сына с отцом. И там вот такой вот совет был, то, что энергию у детей не надо забирать. Вот, когда в младенчестве отбираешь, нюхаешь, прям вот ты такой сладкий, вкусный, вот все вот это вот. Допустим, у меня сейчас такой подход. А как мне отдавать энергию? Мне Ушли в мастер-класс. Вообще бизнес-товар. Начинали красиво, да? А какие рекомендации? Просто, видимо, я в советы для начинающего отца. Мне кажется, это очень важно, потому что все равно энергия человека, допустим, руководителя, это же влияет и на семью, а потом это влияет это то же самое. На коллектив. Я не забираю энергию своих сотрудников. Наоборот, я им отдаю. А как мне отдавать энергию сыну, например? Что делать для этого? Я пока не понимаю, короче. Скорее... Душ поставь, найду. Блин, же душ дали. Нет, это скорее как с чистыми мыслями. Я устала, давай я тебя обниму, и мне станет легче.
Это другое же. А когда ты обнимаешь, вот, типа... Условно, допустим, тофта, бян энергия лахкан, да. И я обнимаю с точки зрения, мой сын. Да, и ты им отдаешь. Вот с утра ему делаю массаж, и вот массажем, чтобы, типа, вот крепенький, здоровый, все, что-то люди плохое тебе сказали, все, вот это вот, все. Часть. Очень интересно. Постараюсь как-то. Да, от головы все. Вот так. Хорошо, сейчас переходим к бизнесовой теме. Возвращаемся в реальность. Я все равно вот эту мысль хочу закрепиться. Я уверен, что многие уже это понимают, но для меня вот открытие последнего года, что энергия руководителя, предпринимателя, лидера очень важна. И, оказывается, нужно уметь это контролировать, управлять своей энергией. При этом уметь себя чувствовать, что тебе нужно, важно, хочется и так далее. Потому что если тупо себя заставлять что-то делать, если не хочется, то это от этой энергии меньше и у тебя, у близких, у команды и так далее. Поэтому вот это очень важный, оказывается, момент. Я раньше не чувствовал, но сейчас вот начинаю это как-то чувствовать, что нужно это уметь управлять, энергией, оказывается. А так в плохом настроении я стараюсь не идти. Да, даже так. Потому что я знаю, я буду молчать, но от меня будет идти эта энергия, агрессия. Кажется, что в лице норма, а так все равно нет, у меня и лицо поменяется. У меня там не будет веселуха, и все, понятно, что-то тут не то. И каждый начнет обдумывать, что с ней не так. Хорошо, к бизнесовым темам. Ладно, про команду плюс-минус понятно. Энергия руководителя, лидера и уметь общаться в ладе. Вопрос по части маркетинга. Все-таки торговля, особенно женской одежды. Для понимания, вот сфера одежды в Якутске примерно 1,5 миллиарда крутится каждый месяц в Якутске. Жесткая конкуренция, тысячи конкурентов и якутских, и федеральных, и так далее. Да? То есть реально не все справляются. То есть это, наверное, один из самых высококонкурентных рынков, если смотреть, да? И если смотреть в рамках города, потому что есть, например, продуктовые магазины, это тоже конкурентная ниша, но все равно в рамках микрорайона, условно, и там хорошая локация, ассортимент вложений. А когда ты уже магазин одежды, ты все равно транслируешь на весь город, например, или даже республику, и чтобы клиент именно оттуда к тебе пришел. Поэтому я считаю, что это очень конкурентная ниша, и что при этом сразу конкуренция не только с местными, но и с федералами, с франшизными организациями, и еще и с Wildberries, условно, да? Вот как справляться в маркетинге вот в условиях такой конкуренции? Мы стараемся следить за трендами. У меня очень хороший СММщик. Она работает уже больше 2 лет. И все-таки в этой сфере нужно брать, я считаю, такого квалифицированного человека, который разбирается в этом лучше, чем ты. То есть, возможно, мы скажем что-то, подскажем так-то, 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 но вот это вот полностью выстраивать, и маркетолог. Вот в купе с маркетологом они прям очень хорошо могут сработаться и понимать, что есть какие-то точки роста по части продвижения, рекламы, маркетинга. Но надо стремиться к тому, чтобы, если рассматривать соцсети, к узнаваемости. То есть, чтобы там вот в ленту попало, и чтобы знали, что да, это же этот магазин, и кликают, например. Например, сейчас мы собираемся работать тесно с маркетологом, и поэтому, магазину 5 лет, поэтому мы собираемся работать с маркетологом и выходить. Вот у нас реклама была в рамках Инстаграма же только. Сейчас мы хотим выйти в рамках города, чтобы было все еще лучше. По части рекламы еще что влияет, это, наверное, тоже попадание в аудиторию. Под кого ты делаешь рекламу? То есть, если у тебя такая аудитория, ты должен знать полностью этот портрет этого клиента, чтобы точно ударить по этой рекламе, а не просто этот магазин выложил, давайте я повторю. Так не работает. У него другие клиенты, у вас другие. И то, что зашло им, может не зайти нам, например. Либо наоборот.
тот магазин залил, ой, мы не будем, что-то мы другое давайте. Вот самая главная задача в рекламе, мне кажется, это именно отличаться от других. Что-то придумали, сделали. Ну, тут, в Якутии, я не говорю про Россию, в Якутии, и тебе надо что-то другое придумать. То есть раньше, первее, мы вдохновляемся российскими магазинами, мы вдохновляемся зарубежными брендами. То есть нас в Якутске никто не вдохновляет, грубо говоря. Да, но потому что это наоборот надо же извне брать, чтобы сюда приходило. И было бы классно, если бы все так делали, брали идеи оттуда, извне, и делали тут, создавали что-то классное, крутое, уникальное. Что еще важен в маркетинге? Ну, хорошо, когда есть личный бренд все-таки. Личный бренд, какая-то узнаваемость, так легче, так. А у тебя сейчас сколько подписчиков? 3900, по-моему. Короче, ну, я 1500 удалила. Короче, здесь сделаем ссылку, подписывайтесь все. Я особо, ну, можете подписаться, но там особо ничего нет. Супер, очень интересно следить за этим, потому что я с самого начала сижу. То есть не блогерский контент, а реальная жизнь. Да, постов нету, я живу в сторизах. Там реальная жизнь не очень интересная. Спасибо. Личный бренд, конечно, помогает. Поэтому сейчас все хотят стать блогерами, все хотят быть узнаваемыми. Но тут тоже очень важен, если даже любят тебя, могут не любить твой продукт. Поэтому это тоже не 100% гарантия, что у тебя все пойдет в гору. То есть открывают и... Потом по маркетингу, что еще у нас? Да, еще вопрос конкретно по маркетингу. Работа с блогерами. Это очень большая тема, много. И те, кто умеют это делать, очень хорошо переспевают, те, кто не умеют, там, говорят, что это не работает, туфта, там, слив денег и так далее. Как думаешь, что ключевое, чтобы реклама блогера была эффективной? Надо посмотреть сначала, тот ли блогер, у которого ваши клиенты потенциальные. Первое, на что мы смотрим, это подписчиков. Кто там сидит. Бывает красивая девушка, но там половина мужчины, например. Можно запросить статистику. Сколько? Бывает очень много подписчиков, но это все из других стран. Не Якутия. Тоже не подойдет. Поэтому по части аудитории обязательно посмотреть. Обязательно мы смотрим на в целом ценности, которые доносит. Если сильно скандально, если слишком развратно, если слишком домашнее, если вот что-то под разные категории, они же все разные, и чтобы ценности более-менее совпадали. Чтобы совпадали с вашей целевой аудиторией или с вашей концепцией? С нашей концепцией, чтобы с нашим магазином, потому что этот блогер потом будет ассоциироваться с нашим магазином. И поэтому мы все равно подбираем тех, кто может ассоциироваться с нами, и мы это как бы допускаем. И тогда, получается, условно, такая организация должна сформулировать свои ценности в голове? Конечно. И потом понять миссию, ценности. И какой блогер подходит. Да. Да. Просто у некоторых даже вот это же не сформировано. Тупо там деньги, а вот какие ценности должны быть, и тогда же принимать решение легче. Вот этот подходит. Да. И потом обязательно делаем ТЗ. Под каждого блогера разный ТЗ. Тех заданий, понятно же, да, ТЗ, да? То есть он выполняет, и обязательно смотрим на посещение, то есть когда он должен подойти к нам. То есть когда спад, или когда, наоборот, должен быть подъем. В сезон звать или не в сезон. То есть это обязательно наблюдаем и смотрим. На этой неделе у него был ли уже сотрудничество какое-то, было ли со схожей нишей. То есть мы же не будем сразу. То есть за ним идти мы. И обязательно, чтобы этот блогер пришел к нам именно в первой половине дня. То есть не после всех ее обзоров вечером. Желательно с утра. Или когда выкладывает, пускай приходит вечером, но выложит как бы с утра. То есть
А вечером пускай уже с семьей или там свои личные дела какие-то. Но вот это вот тоже очень решает. Когда и заранее подбираем образы. Образ подбирается тоже по нарастающей. То есть не просто тяп-ляп. Там собираем целую коллекцию, чтобы подписчик блогера смотрел, и ему визуально нравилось. И чтобы картина становилась еще и лучше, ярче, привлекательнее. А не просто сначала пошли куртки, потом резко платье, потом резко спортшик, потом резко купальник. Ну вообще. Вот. Поэтому это входит тоже в ТЗ, чтобы вот как-то это все соблюдалось. И вишенку на торте, конечно, в самом конце, чтобы досмотрели. Обязательно запрашиваем статистику, сколько людей посмотрело, сколько переходов, насколько эффективно. И когда в следующий раз уже сотрудничаем, мы уже смотрим. Второй раз вызовем только когда уже у него появится еще больше аудитории. То есть новая должна прийти. Да, и мы обязательно смотрим, сколько подписчиков. Иногда наоборот выходит. Мы зовем рекламу, у нас почти же 23 тысячи человека. У нас там просмотры доходят до 5-6 тысяч. И поэтому наоборот иногда бывает такое, что мы рекламируем блогера, начинающего особенно. И мы смотрим сначала сколько было, потом к нему идут. То есть как взаимо это получается. Это тоже хорошо. И от нее к нам, и от нас к ним. А какие у вас цели, у тебя, либо у вас с Гришей, личные цели и бизнесовые цели на, скажем, 3-10 лет? Что дальше делать? Что дальше делать? Что дальше будете делать, планировать? Ну, мы все равно живем в Якутске, никуда переезжать не собираемся. Но в ближайшем будущем личные цели — это, скорее всего, построить дом. У нас в этом году ремонт уже сделали в квартире. В следующем году предстоит другой ремонт в другой квартире. После этого, надеюсь, приступим к строительству дома. Надеюсь. Участок давно купили, он так стоит, пылится. Это, скорее всего, личные самые. А по части работы в этом году Надина 5 лет исполняется в апреле. Мы хотим сделать ребрендинг. Название менять не будем, потому что все думают, ребрендинг — это смена названия. Поменять авку и цвет. Но нет, мы там внутренняя работа будет проводиться по как раз-таки этим ценностям, которые мы будем доносить до наших клиентов по части работы. И потом я хочу начать работу на маркетплейсах, потому что один опыт уже был после пандемии в 2020 году, в 2021. Я заезжала на ВБ, продавала там одежду женскую, но я поняла, что там без производства вообще ловить нечего. И поэтому я в этот раз решила зайти основательно и с производством. Вот. Какие цели там в продажах? 5 миллионов, 10 миллионов, миллиардов. На языке миллиардов. Ну, особо цели, не знаю, я об этом не думаю. Но хочется больше, чем в Надина. Да, я хочу продавать. Вообще, почему вообще создавали магазин Надина изначально? Я хотела всегда шить одежду, именно изготавливать. Раньше я вообще неплохо шила. Я должна была еще участвовать на конкурсе дизайнеров и так далее. В общем, у меня детская мечта шить одежду, производить. И было бы классно, если бы я производила одежду и продавала в России. То есть эта цель все равно есть? Ну, не ближайшие там года вообще? Да, вообще, на ближайшие 5-10. Ну, не 10, меньше. А вот мечта как офлайн-точки, как Zara условно, либо же все-таки через онлайн-маркетплейсы? Ну, начну с маркетплейсов. Надо, чтобы быть узнаваемым, надо, чтобы был какой-то определенный доход, прибыль, чтобы все было просчитано, только после этого. Потому что там аренда очень дорогая. Но в Москве. Какое у тебя отношение к бизнес-образованию? Ты у многих обучалась по Ладе, потому что все равно есть и инфо-цыганство, и консалтинг, и так далее. То есть все равно некоторые недовольны бизнес-образованием в России, некоторые довольны. И что бы ты посоветовала
малому бизнесу, условно, да, как себе выбирать, потому что все равно кому-то подходит одно, а другое не подходит, а другому человеку, наоборот, это подходит, например, да, как себе выбирать бизнес-образовательные консалтинговые услуги? Хороший вопрос. Ну, мне кажется, я все равно пойду к человеку, который меня импонирует. Это самое первое. То есть я должна быть к нему уже лояльна, я должна уже немножко восхищаться им, чтобы принимать, а не прийти к человеку, которому я ощущаю какую-то неприязнь или какое-то недовольство. Ну там же получается... Я буду сидеть и не принимать. Смотри, там же получается, опять-таки, этот же условный эксперт должен стать блогером, то есть это уже почти инфо-цыганство опять. И он должен больше себя рекламировать, чем заниматься улучшением своих услуг же. Или как? Улучшением услуг? Я просто как человек, который в этой сфере, да, условно же там есть две проблемы. Люди, которые себя, хотят больше клиентов, себя рекламируют и так далее, и фокус внимания на этом, и качество услуг страдает. А те, кто больше на качестве услуг работает, в итоге у них узнаваемости нету, там, бренда нету и личного доверия нету. Потому что если ты говоришь, что нужно, чтобы было доверие к человеку, это нужно свой личный бренд качать, например. А когда слишком много внимания туда, то качество страдает, условно говорю. То есть ты все-таки доверяешь тем, у кого есть личный бренд? Нет, это первый момент. Чтобы человек в целом вызывал какую-то эмпатию. Как минимум доверие было. Да. Но не обязательно большой блогер и миллионник. Нет. Наоборот, это может смущать, если слишком распыление. Посмотрю, скорее всего, его кейсы, кто у него прошел, как, что было там, что делали, возможно. Понаблюдаю по части того, что он сам растет или нет, как эксперт. Если он дает какие-то услуги, то он должен как-то расти сам тоже. То есть у кого-то обучаться, новые знания перенимать, и это обязательно немножко попрактиковать, и потом уже передавать другим. То есть, да, то есть я вчера прошла обучение у кого-то, а сегодня я это же обучение пересказываю тебе. Но это, например, уже не то. Да. Или вчера получил диплом, и сегодня уже как-то так. Я так думаю. А так, я боюсь, когда сильные, агрессивные вот эти вот побуждения. Давай, вот здесь, а это... На психологические триггеры давит когда. Да, это наоборот отпугивает. То есть как будто бы человек хочет силой меня забрать к себе на курс и что-то там передать, а не наоборот. Я понял. Наоборот, надо как-то по-другому, мне кажется, подход искать. Так, и еще, наверное, последний вопрос. 3 совета для предпринимателя, условно женщины, скажем, да, у которых там 5, 7, 10 сотрудников, и при этом человек уже устал, хочет как-то себя изменить, трансформировать и работать эффективно, больше для себя, время это же тот схожий вопрос, нет? 3 ключевых совета. В целом. То есть была же детализация, что конкретно посоветуешь? Не поменялось, наверное, мнение. Тоже уметь доверять другим, ставить себя под сомнение, свои точки зрения, мнения и прочее. Обязательно инструктаж. Это же прямо обязательно должностные инструкции, без этого никуда. Да. И самой, наверное, найти какое-то занятие, которое бы отключало полностью голову. То есть все время думать о работе — это наоборот не дело, мне кажется. Короче, уметь управлять своей энергией. Кому-то через хобби, кому-то через другое. Да. У всех же разные какие-то расслабляющие точки, которые могут помочь вернуться. Хорошо, спасибо, Надя, за полезное интервью. Мне самому было полезно, и как будто я самому получал советы по отцовству, по управлению энергетикой, по коллективу. И мне кажется, тоже многим будет полезно. И мне очень интересно,
как Надя будет развиваться дальше, потому что условно можно сказать, что и я, и Focus Pro, и Надя, да, мы уже одинаково растем вместе, короче. И мы только начинали, когда Надя к нам пришла, да. и Надя только вот усилила Надина. И классно наблюдать в динамике, короче. И поэтому большие пожелания расти дальше, и тогда и мы будем расти, либо мы будем расти, ты будешь расти, короче, и будем следить за друг другом, помогать друг другу, советовать, наставлять и вдохновлять. Поэтому желаю успехов в работе, в личной жизни и процветания. Спасибо большое. Я бы хотела еще отметить, что это было мое первое интервью, вообще первое официальное. И спасибо тебе, что ты меня пригласил. Ну, я не могла отказать, потому что вот как раз-таки сказал, что мы растем вместе, и это очень классно. Мы из одного вуза, одного города. С одной школы даже. С одной школы. Наши родители коллеги, они вдвоем учителя. И поэтому Джилустана я знаю очень давно. И вот именно поэтому, скорее всего, я была одна из первых, кто поверил, что он реально может дать хорошие рекомендации, хорошие советы, потому что я знаю его родителей, какие они у него, какие они есть. И спасибо большое, было очень интересно. Мне самой интересно посмотреть на себя со стороны. Вообще, это очень непривычно. Микрофон, камера, 100-500 камер, свет. И хотелось бы, чтобы вы развивались дальше. У тебя очень классная команда, очень быстро растете. Вот реально как будто вместе же, да, параллельно идем. Я вот хочу выйти на Россию. И мне кажется, у Focus Pro есть тоже весь, как бы потенциал выйти. Только надо вот этот вот пробить вот этот вот стены, рамки. Да. Вот. Классно. Спасибо, Надя. Тебе спасибо. Афанасьев в душе был все время предпринимателем. Есть же такой стереотип. Неправда, ложь и статистика. 1,9 миллиардов товарооборот через их приложение. 8 лет государственной службы. Только там выходит сообщение. Вот средняя зарплата Якутии такая, начинается там просто хайп. И реально очень многие предприниматели были в шоке. Из-за этого, оказывается, такие компании банкротятся. Управление креативной экономикой все-таки вот корпорация развития Якутии во многом удалось. Конкурентов не было, да? Но это оказалось еще и большей проблемой. Лучше бы он был, наверное. Там в другой город приезжаешь и начинаешь как бы ходить по магазинам и устанавливать приложение. Ощущения другие, чем ты в Якутске ездишь и общаешься с якутскими продавцами. Ну, плюс и наша азиатская внешность. Да? Самое первое, это, конечно, решиться. Хлебзаводы, они как бы имеют самую большую аудиторию. Основное, конечно же, там фишка – это доверие. А доверие – это всегда какая-то предсказуемость.